Вопросы защиты прав детей и их законных интересов, в том числе на охрану жизни и здоровья, постоянно находятся в поле зрения прокуроров. С этих слов открывает форум, исполняющий обязанности прокурора Ингушетии. Защита прав несовершеннолетних, напоминает Тимур Воробьев, это одно из главных направлений в их работе, начиная от медико-социальной помощи детям и заканчивая проблематикой призывных кампаний и обеспечением жильем детей-сирот. При осуществлении работы мы тесно взаимодействуем с органами власти, местного самоуправления, общественностью. Но, к сожалению, практика нашего надзора, поступающие обращения граждан, свидетельствует о проблемах в данной сфере правоотношений. Только в этом году в ходе проверки исполнения законодательства в сфере защиты прав детей прокурорами выявлено 2300 нарушений закона. Приняты меры прокурорского реагирования по их устранению. К работе форума привлечены все муниципальные образования республики. Открытый диалог с общественностью крайне важен для прокуратуры, органов власти и местного самоуправления. Он позволяет вскрыть имеющиеся проблемы, публично их обсудить, мобилизовать ресурсы для того, чтобы обеспечить соблюдение прав несовершеннолетних. Важность и значимость всесторонней помощи и поддержки несовершеннолетних детей отметила и заместитель председателя правительства Марьям Амриева. По ее словам, необходимо повышать уровень доступности и качественного обучения, реализовывать профилактические программы, направленные на формирование здорового образа жизни. Во всех общественных общеобразовательных организациях Республики Ингушетия основной целью в области правового воспитания является поддержание среди учащихся дисциплины, правопорядка, направленных на обеспечение нормальных условий для учебного процесса. Работа по правовому воспитанию учащихся общеобразовательных организаций Республики Ингушетия осуществлялась комплексно и целенаправленно в соответствии с планом Министерства образования и науки Республики Ингушетия. В соответствии с данной программой работа велась по следующим направлениям. Организация массовых мероприятий, проведение профилактических бесед с учащимися, индивидуальная профилактическая работа с детьми и семьями, находящимися в социально опасном положении, работа с педагогическим коллективом, родительский правовой всеобуч. В школах проводились встречи с сотрудниками ОПДН, врачами, работниками прокуратуры, религиозными деятелями. Несмотря на принимаемые усилия органов госвласти, состояние законности в сфере защиты прав несовершеннолетних не всегда можно назвать удовлетворительным, считает Мухмат Келигов. Наряду с этим прокурорами в деятельности органов госвласти и местного самоуправления установлены многочисленные нарушения законодательства, выразившиеся в недостаточной реализации функций по защите прав несовершеннолетних. Так, вопреки требованиям Федерального закона о наркотических средствах и психотропных веществах, не в полном объеме проводились мероприятия, предусмотренные региональными и муниципальными программами, направленными на формирование здорового образа жизни несовершеннолетних, профилактику употребления ими психоактивных веществ. Имели место факты формализма при выполнении запланированных мероприятий, не обеспечения их достаточным финансированием. За 9 месяцев текущего года зарегистрировано 27 преступлений, совершенных несовершеннолетними. В числе самых частых – кража. Остальные единичные случаи связаны с оборотом наркотических средств и оскорблением представителей власти. Наибольшее количество таких преступлений зарегистрировано в Замагасе, значит, и в городе Назране. Так, по 7 преступлений, в Сунжском и Назранском районе по 4 преступления. Повторно совершено, значит, несовершеннолетнее одно преступление, значит, ранее состоящее на учете. Это имело место у нас в Назранском районе. Одной из основных причин таких преступлений, а также повторных их совершений, является отсутствие контроля со стороны родителей за воспитанием детей, семейное неблагополучие, а также отсутствие социального контроля. Значит, цели принятия мер направлены на снижение преступности среди несовершеннолетних, их профилактики. Органы прокуратуры приняты меры координационного и межведомственного характера. Для большинства подростков, отмечает Тимур Берсанов, роль друзей и их мнение оказывается намного значимее, чем слово и авторитет взрослых. Очень часто подросткам из бедных семей приходится совершать преступления, чтобы просто выжить. По его словам, есть недостатки в развитии досуговой системы, что сказывается на некоторых детей, а также не проводится соответствующая работа с подростками, как родителями, так и учителями. Недостаточное стимулирование учеников к обучению, непрофессионализм учителей, их неспособность компенсировать недостатки семейного воспитания, неблагоприятные социальные условия в школе, отсутствие необходимой связи между семьей и школой в целях организации эффективного образовательного процесса. Следующая причина – это недостатки в организации трудоустройства несовершеннолетних, поддержки их в трудовых коллективах. В этой связи необходимо ответить несвоевременное устройство лиц в возрасте от 14 до 18 лет, оставшихся или окончивших школу,
то есть оставивших или окончивших школу и не продолжающих учебу, недостатки профориентации, отсутствие поддержки работающих несовершеннолетних. Все эти явления, особенно с учетом того, что контроль семьи за работающими несовершеннолетними ослабляется, в его распоряжении оказываются личные деньги, и он стремится доказать свою взрослость, способствует бесцельному времяпрепровождению в свободное время, риску в плане возможных контактов с криминогенной структурой. В свою очередь, сотрудники аппарата по правам ребенка отмечают, они оперативно реагируют на различные сигналы, часто выезжают к проблемным семьям и на местах стараются решить возникшие вопросы. Аппарат уполномоченного проводит инспекционные выезды в населенные пункты. Ведется постоянная работа по выявлению семей с детьми, находящимися в социально опасном положении. Также проводим лекционные занятия в школьных учреждениях. Сегодня мы с вами получили много новой информации, многое нам предстоит проанализировать, оформить нормотворческие предложения для более эффективной защиты прав несовершеннолетних. Аппарат уполномоченного неоднократно и в ежегодных докладах отмечал об эффективности взаимодействия организаций по защите прав несовершеннолетних общей компетенции и специальной компетенции. Но я бы добавила о необходимости более тщательной проработки участия в правозащитной деятельности представителей общественности. Подводя итоги форума, исполняющий обязанности прокурора республики Тимур Воробьев отметил, что результаты обсуждения форума станут еще одним руководством для прокуратуры Ингушетии и органов власти в рамках межведомственного взаимодействия в надзорной деятельности, работе по правовому просвещению в целях укрепления законности и защите прав и законных интересов наших детей. Светлана Томова, Майрбек Миржоев. Новости 24.